дней родных языков у нас много. Вот 21-го это международный день. Весь мир по решению ЮНЕСКО с 2000 года отмечает. Посмотрите, в мире сколько миллиардов людей, сколько сотен стран, народов. И вот День родного языка пошел, к сожалению, от не совсем приятных таких вещей. В 1971 году студенты университета Дакки в Пакистане вышли на улицу в защиту своего родного бенгальского языка. Там хотели установить только без использования языка большинства этого региона, этой страны. Ну, там четырех применили войска, расстреляли, кровь пролили, родной язык. Это было в 1971 году. Потом со временем этот регион отделился от Пакистана, стала страна Бангладеш. И вот в 2000 году ЮНЕСКО отметил такое решение. Это значит, настолько важно сохранение и знание, и защита родных языков всех народов. Вот я знаю, что в Латвии 30% русских, на Украине огромное количество, в Канаде. Представляете, что люди живут миллионами, и вдруг там русский язык в ограниченном состоянии. Что касается татар, 4 миллиона за пределами Татарстана по России живут. Представляете, вдруг забудут или им запретят. Шуңа күрә мына бу туган тел көне һәркем өчен газиз, кадерле һәм шундый аның мөһимлеген аңлата торган бәйрәм инде бул. А другой еще день родного языка у нас есть 25 апреля, 25-26 будет Олимпиада по родному языку, День родного языка Республики Татарстан. Это в день Тукая, день рождения Тукая. Это еще больше близкий нам праздник. Дядя Булар, Аллах берся, именно в этот день поэтический праздник проходит. Обычно это за оперным театром на переулке, театральном переулке, где памятник Тукая. Приходите, учителя хотя бы, или кто-то есть возможность. Вот. И вот еще и третий день родного языка есть. Это 6 июня. Кем туган? Алтыншевинда, кто знает? А? Почему 6-го? Пушкин. День рождения Александра Сергеевича Пушкина. Ну, вы знаете, в этот день вся Россия, и у нас в Татарстане только возлагает цветы памятника Пушкина, читает. Шуңа күрә мин мына бу бәйрәмне, туган тел бәйрәмен Пушкин сүзләре белән башлап җибәрәсе килә. Старшеклассники знают, в программе есть стихотворение такое. «Я помню чудные мгновения, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». А говорят, что Пушкин самый первый настоящий литературный автор и такой родитель русского языка. Хатырлим мин гүзәл бер мизгелне, әйтерсең лә күктән иңдең син, кинәт күрдем алларымда сине, саф матурлык күрке идең син. Аңлашыламы? Кем шигыре? В томлениях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Трудновато передавать именно на русском языке, именно. Но люди пытаются. Өметсезгә борчылгандай сагышым, шомлы фани шаушу исендә сыңлап торды озак нәфис тавышың, якты сының кирде төшемә. И последний куплет только читаю. Вот эту книгу, если хотите, приходите, найдите, или я вам подержать дам. И сердце бьется в упоение, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Йөрәк типте шатлык белән шунда, һәм балкыды кабат күңелдә, алиһәдә, хаят, илһамчы да, күз яше дә көчле сөюдә.
сколько бывает у человека родных языков? Один. А если папа, мама из разных народов? Потом, 3, да? Меня она теле дигане берул, кой вакытта бикатлаулы. Иногда трудно бывает, какой язык родной. Вот человек вот в садике говорил на одном языке, потом в школе и после школы как бы перешел. Это тот, на котором думает человек. И думает. Вот. Чем отличается? А иногда говорят, что язык предков тоже важно. Поэтому, когда человек вот определяется, думает, он свой язык, не свой язык. Я вот тогда, как журналист, свою точку зрения говорю, что современный человек, он одноязычным почти не бывает. Вот я очень горжусь, что мы в Татарстане, особенно вот татары, свободно говорим на 2 языках. Я не знаю татарина, не знающего русский язык. Я окончил сельскую татарскую школу. До 8 класса вообще все предметы были на татарском. Ничего, потом так получилось, что я стал работать в русской газете. И работал, и довольно, и сейчас, и что по-татарски, что пишу. Это большое наслаждение, когда человек легко переходит от одного языка на другой, иностранный, несколько языков. Поэтому я еще 1 минуту лекции вам прочитаю. О чем тут речь? Есть первая сигнальная система. Это когда, понимаешь, осязательно, холодно, ударили тебя, дали покушать, или красоту показали, или погнали, или ты смотришь, как медведь съедает кого-то. Человек, вот это животное все видит. А только человек наделен такой способностью говорить, общаться. Это вторая сигнальная система. Потому что икенче сигнал системы с туган тилиңдә башта килә. Минале еще вот иногда вот противопоставляет языки один к другому. А вот бывает такой еще язык. Вот, Сергей Аркадьевич, вы, наверное, задумывались, что учитель химии или учителя математики быстро договариваются, они вообще мыслят формулами. А музыканты только нотами, а боксеры только кулаками, а фигурные катания руками и ногами показывают, ничего не надо. Или вот вы, ребята, смотрите фильмы, ролики, там же иногда ролики без слова идут, ролики какие-то там страшные боевики, современные, к сожалению, боевики, там дерутся, убивают, стреляют, по полчаса смотришь компьютерные игры. Это что за система? Человек возвращается к первой сигнальной системе. Или это 3-я сигнальная система. Что говоря, вот я за то, чтобы человек легко знал языки, разные языки, которые живут. В Татарстане 2 миллиона татар, в Казани 500 тысяч татар. И вот бывает друг или любимый человек другой национальности. Или пришел на юбилейный праздник, или люди смеются. Или пришел, вот я знаю теледикторов, они у меня учились, они ведут сегодня в Татарстане на русском языке. Иртага татарша сөйлейлер рахатланып. Шул кадар ирекле, шул кадар рахат, үзеңнең телеңне беләсең, когда ты свой язык знаешь хорошо, язык местного населения знаешь хорошо, еще иностранный язык. Это свободный человек. Человек только с одним языком, он не свободный человек, поскольку, ну даже если русский язык, это 100 миллионов, 170 миллионов в мире, это 3% земного шара. Кстати, столько же, сколько татар в России, и столько же, сколько чуваш в Татарстане, понимаете? И вот если человек несколько языков знает, и это сообщество, этот регион прекрасно живет, и поэтому мин һәр кайсыгызда рәхәтләнеп, ғрурланып, сөйләршергә, язырга өйрәнегез. Я скажу секрет, как выучить языки. Очень просто языки. Говорят, тяжелый язык, плохая методика. Да нет, очень просто. Если человек захотел знать какой-то язык, вот если он захотел этого, он начинает изучать его. Вот, колбаса, говорю, колбаса, татарское слово, кстати. Или улица Арбат в Москве. Арбата. И очень много татарских слов в русском языке. И в татарском языке фирсиетский, арабский слог. Если я захотел, уже на улице с вывесок начинаю. А уж если я не хочу, мининде укырга кемдер теләмәсә, яратмаса, яки аңа ышандырсалар, бу тел кирәкми сиңа, аның зыяны бар дисә, ул инде аны бер вакытта да өйрәнмәячәк.
Только после желания можно уже подбирать учебники. И на прощание, я еще хотел бы выйти, конечно, грузить, больше не выйду, я прочитаю стихотворение «Үземнің яраткан шағирым Хасан Туфан шигырын». Бұл елы тәржіме түгіл, Пушкин білен гына кете алмаймын да оқып сізге. Ағыла да бұлыт, ағыла, туған жер, үскен жерлер яғына, тәрезеге шертір де яңғыр, нәрсе айтыр туғаннарыма. Ағыла да бұлыт, ағыла. Помните Лермонтова «Тучи небесные, вечные странники», а Хасан Туфан написал «Как текут облака». Он был в ссылке, он говорил, что облака эти улетают, летут на родные места, на сторону Казани. «Нәрсейтсен, бірні білмейул, хабаре юқ менім юректен, мені бары шылатып өтті кукурузлар білән бір реттен. Нәрсейтсен, бірні білмейул». Роман кебек көңілле сен юл, азмы сенде ғұмыр уздырдым, неше киім шабата да сенде, неше киім итек туздырдым, роман кебек көңілле сен юл. Әсен яңғыр иске түшірме, итегімнің нешек екенін, ялан аяқ келдім дүнияға, шулай ғына бәлки кетермін. Вот он говорит, что «А ты не напоминай, дождь, что у меня сапоги дырявые, это же ссылка, это же после тюрьмы. И не напоминай, я на свет пришел только босиком». И, наверное, в таком виде и я уйду. Это не информация, это не коммуникация, это передача своих чувств, своей биографии, самого сокровенного, который только можно на родном языке передать. Дальше он говорит, «Зират битул сабантуй тугел, ниганда киініп кетерге, бұ дүнияның бір пар итеген, неге юққа әрәм итерге». Он говорит, могила, кладбище, это же, говорит, не место Сабантуя. А зачем туда уходить? А в одежде, одеты красиво. И зачем еще одну пару сапог этого света уносить с собой на тот свет? Ведь все-таки кладбище – это не место Сабантуя. Ағла да бұлыт ағла, таулар аша қозан яғына, терезеге шертір де аңғыр, нәрсе айтыр туғаннарыма. Ағла да бұлыт ағла. Хасан Туфан. Сабылыз. Ей туған тіл, дейіп жырлый сабый, Әр сөзінің біліп қадірін, Түйіп güzelligin, ғазизлігін, Изгі күшін ана тілінің, Шын көңілден жырлыйдырла сабый, Мұңы тілгелейдір бәғірні. Ей туған тіл, дейіп жырлағанда, Ни уйлауын бүйік туқайның аңлады мин. Ғазиз тілім білән жеңілмәслік күшлі икәнбіз. Рухы ныклы, затлы тілібізні Юқ итәргә ирек бирмәбіз. Әлі біз бар тілні яқлаушылар, Біз еш буын милләт сақшысы. Нахақ яғып, кимсетірге тілеп, Туған тілімізге тимәгіз. Ана тілімізні, туқай тілін, Рәнжетірге ирек бирмәбіз. И туған тіл, дейіп жырлыйым әлі, Қушылығыз дәртлі жырыма.